В общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию на тему празднования юбилея республики. Год назад нашему региону исполнилось 100 лет. Однако из-за пандемии масштабно отметить это событие не удалось. В этом году празднование начнется циклом выездных концертных программ. С 12 августа у нас самодеятельные коллективы выезжают в поселки Поляна, Пожня и Устюхта. 13 августа мы едем в поселок Ираель, Малую Перу, Керки, в поселке Вис. Даже состоится концертная программа. 14 августа наша выездная бригада будет работать в поселке Воевож и в поселке Верхнеижемский. То есть, как вы видите, праздник должен прийти в каждый населенный пункт, и в Сосногорском районе это не исключение. В Сосногорске праздничные мероприятия пройдут с 19 по 22 августа. В городе выступит ансамбль песни и танца Белгородской государственной филармонии «Белогорье». А 21 августа пройдет народное гуляние, посвященное Дню Республики «Край родной, навек любимый». В этом году у нас концепция такова, что народное гулянье будет в том числе демонстрировать и наш национальный районный фестиваль «Сосногорье». Мы объединили данную концепцию в единой программе. У нас будут и выставки декоративно-прикладных мастеров. Усть-Цильма к нам приезжает в гости, Ухтинские, Сосногорские районы будут представлены. Значит, интерактивные площадки, торговля, спортивные площадки, катание на лошадях. И, конечно же, самая большая шаньга в республике Коми. На площади Гагарина также выступит академический ансамбль песни и танца Удмуртской республики и «Талмас». 22 августа пройдут торжественное открытие доски почета Сосногорского района, мероприятия ко Дню государственного флага России, шествие и акция-концерт под флагом единым. Юбилей республики отметят и спортивными событиями. 21 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе у нас пройдут соревнования по баскетболу среди детей и молодежи. Основное мероприятие у нас пройдет на стадионе «Химик». Также 21 августа мы ждем всех в 3 часа дня. Запланированы дартс, настольный теннис, по народному жиму соревнования, веселые старты. Также в программе «Мама, папа, я спортивная семья» и соревнования по самокатному спорту. Представители отдела физкультуры и спорта навестят и населенные пункты Сосногорского района. Они проведут массовую зарядку в Воевоже, организуют семейные выходные в Нижнем Одессе, торжественно откроют тренажерный уличный комплекс и устроят спортивный праздник в Поляне. Анонсы всех мероприятий скоро появятся на сайте администрации района. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Центральной библиотеке имени Якова Рочева провели научную викторину для детей из летнего трудового отряда на базе второй школы. Наше сегодняшнее мероприятие называется «Великие изобретения и открытия». Оно посвящено науке и технологии. Мы знаем, что с 2022 года по 2031 год Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что это является десятилетием науки и технологий в России. Цель этого десятилетия привлечь молодых людей в область науки. Я очень люблю вообще викторины по типу своей игры. Всегда у детей они проходят очень хорошо, им интересно вот это соревновательный дух. И вопросы, конечно же, и в интернете, и в книгах. Старалась найти такие вопросы, чтобы их заинтересовать. Трудовые отряды работали в Сосногорском районе все лето. Смена длится 10 дней, школьники от 14 до 17 лет заняты по 5 часов в сутки. Они выполняют несложную работу, как правило, по уборке, мелкому ремонту и благоустройству территорий. Получают зарплату от образовательной организации и центра занятости. Также у детей есть досуговая программа. Мне это показалось интересным. Я подумала, что я смогу пообщаться с ребятами, потому что я знаю то, что очень много людей тоже в этом заинтересованы. Ну и интересно провести время. Впечатления отличные. Нашел новых друзей, да еще и поработал, помог в школе. Мне понравилась викторина. Вот. Интересные вопросы. До конца школьных каникул в библиотеке пройдет множество мероприятий для детей разных возрастов. Попасть на них могут все желающие. Следите за анонсами в группе ВКонтакте. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
каждого человека случаются такие ситуации, когда он нуждается в помощи. Может случиться болезнь, инвалидность, преклонный возраст, одиночество. Сегодня, чтобы получить помощь, не надо никуда идти, не надо собирать огромный пакет документов. Нужно просто позвонить по номеру 67507 в территориальный центр социального обслуживания населения. И специалисты нашего центра выйдут по месту жительства гражданина, оценят его функциональные возможности, выявят индивидуальную нуждаемость и подберут необходимый спектр социальных услуг. Вариантов помощи несколько, и все они очень доступны. Существует 3 формы социального обслуживания. Это социальное обслуживание на дому. Услуги предоставляются социальными работниками по месту жительства гражданина. Перечень услуг и виды услуг, а также время их предоставления оговариваются при заключении договора. Полустационарная форма социального обслуживания. Наши специалисты оказывают услуги восстановительного характера. Спектр услуг очень разнообразен. От укрепления физического здоровья до восстановления речи, как правило, которая страдает при получении человеком инсульта. Услуги оказываются как в условиях центра по адресу Оплестина, 20, так и на дому. И стационарная форма социального обслуживания. Если гражданин выбирает данную форму обслуживания, услуги предоставляются круглосуточно в условиях дома-интерната. Какую форму обслуживания выбрать, каждый решает сам.